Эти два новых котла – сердце модульной котельной. Каждая из них выдает по 2 мегаватта, когда в общем достаточно и 3,6. Запас почти в полмегаватта. Новая котельная расположена рядом с дворами двух высоток. От нее тепло поступает в цокольный этаж, а далее насосами поднимается наверх. Котельная была запущена, сегодня она работает вторые сутки. Значит, тепло на 70% в домах уже жители ощутили. Значит, на сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы у нас по цокольной части этих домов. Многолетняя проблема двух многоэтажек решена благодаря вмешательству главы республики. По его указанию было выделено свыше 30 миллионов рублей на строительство котельной. Средства поступили из Национального фонда развития Ингушетии. Махмуд Али Калиматов обещал, что тепло до холодов поступит в квартиры, и свое слово сдержал. И после того, в этом году, как главе республики Махмуду Али Макшариповичу было это озвучено, он взял этот вопрос под свой контроль, поручил правительству и совместными силами выделили средства и построили модуль. Эти два дома были построены в 2015 и 2016 годах. Новые квартиры тогда получили свыше 300 семей. С самого начала ввода у владельцев было немало проблем. Одна из них – отсутствие тепла зимой. 5 лет люди ждали и дождались. Самый проблемный этаж, куда тепло может не поступать, последний, 18-й. Сотрудники администрации обходят все подъезды и смотрят, есть ли тепло. Гости стучатся в каждую квартиру, но с той стороны двери тишина. Наконец хозяин открывает дверь, интересуемся, тепло ли. Ответ – да. Ну где-то там может быть 40 примерно, около 40 температура. Ерде. Халком вообще мы не столько живем, двумя каминами отапливаем. Соседний подъезд. Результат на 18 этаже такой же. Вот на сегодняшнее утро уже было нормально. И когда тепло зашло, во всех комнатах было тепло, да. Батареи были теплые. Да. Тепло поступило, но немало работы еще предстоит провести. Система отопления такова, что в течение месяца службы должны периодически осматривать квартиры и стравливать из сетей воздух. Это необходимо делать на последних этажах. Процедура легкая, но все усложняют сами жильцы домов. Их либо нет дома, либо они препятствуют работе. Значит, где-то не пускают в квартиру. Непонятно из каких соображений. Хотелось бы особенно обратиться к мастерам злословия, которые увлечены чересчур сетями, скажем так, в том плане, что они смеют глумиться над результатами, над положительными, замечу, результатами. И на сегодняшний день вот эта обстановка, особенно по молодежному дому, особенно по 18 этажу, значит, жильцы этого 18 этажа не один раз, не первый раз нам создают эти проблемы. Значит, отопительный сезон 19-20 года это было, отопительный сезон 20-21 года это было то же самое. На сегодняшний день буквально в 2-3 квартирах. Вчера я самолично везде прошелся, там, где можно было пройти. Вот. Мы нашли кое-какие моменты для устранения. Вот. И на сегодняшний день не так просто с 2 дней или с 2 раз угадать все, что творится. Потому что в течение 5 лет это все только портилось. Вот. Исходя из этого, где-то все засоры, которые оказались в результате отложения продуктов, эрозии, продуктов коррозии на внутренних стенках полости труб, вот, исходя из этого, это все заказали, и нужно время для того, чтобы это все промыть и все это заработало. Вот, поэтому прошу, там, где даже и не прогревается кожа, прошу жителей особенно отнестись с терпением. Вот, скажем так, мы намеченные цели мы выполним обязательно, дали. Вот, исходя из этого, просьба еще раз к жителям 18 этажей находиться дома. В течение, это не один раз, наладка вот эта вот идет в течение неделями. Вот, мы постоянно здесь чуть ли не круглые сутки находимся, у нас специалисты находятся. И даже если радиатор холодный, это для нас уже результат для того, чтобы мы знали, что нам делать дальше. Поэтому у нас хоть наш объем работы распространяется только на цокольный этаж, мы поневоле нам приходится все равно сталкиваться с верхними проблемами. Вот, будем их все равно решать, мы так просто жильцов не оставим. Вот, и поэтому еще раз прошу жильцов отнестись с пониманием. Из-за одного человека все ниже живущие, этажами ниже, они могут из-за него страдать. К решению этой проблемы готовы подключиться местные власти. Представители администрации округа и Назрановской мэрии вошли в рабочую группу, которая будет искать владельцев квартир. В случае, если это не получится, найдут другой законный способ. Будут выпускать воздух, то есть оказывать населению, жителям такого рода помощь и
обучать в дальнейшем, как это дело нужно, то есть это технические обслуживания батарей нужно проводить, то есть выпуск воздуха. А также и в обеих домах жильцы имеют свою группу в интернете. И по группам интернет мы тоже сообщили, чтобы каждый проверил у себя в квартире состояние батареи и сообщил нам по телефону, на группу, что у них все нормально, или если какие проблемы есть, чтобы они сообщали эту проблему. Я так понял, большинство в квартирах никто не живет, дверь не открывает. Вы будете как-то помогать управлять? Да, мы там, где люди живут, мы прошлись, а там, где людей нет, мы уже будем применять участковых, да, и самих жителей, чтобы своих соседей вызывали, а там, где совсем никого нету, это уже мы будем скрывать. Окончательно все квартиры будут прогреты в течение недели. Такой прогноз дают ответственные службы. Однако здесь есть нюансы. Чем раньше сотрудникам котельной предоставят доступ во все квартиры, тем быстрее будет поставлена точка в этом многолетнем вопросе. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.